Визит губернатора начинается с серьезной темы. Долгожданный сельский детский сад на 120 мест все никак не могут достроить. Прежний подрядчик не только сорвал сроки, но и допустил брак при возведении крыши. Исправлять огрехи пришлось уже новому подрядчику. Новые проектные решения сейчас пришли под Соколю. Тоже сейчас их будем реализовывать, чтобы Соколь весь привести в порядок. А еще новому подрядчику предстоит заменить электросети, установить двери по требованиям противопожарной безопасности. Следом отделочные работы. Проект прошел повторную экспертизу, замечания постепенно устранят. На сегодня готовность всего 80%. Деньги на окончание строительства выделили социальные партнеры республики. Остается не так много, но тем не менее тоже еще есть над чем повозиться. И самое главное, в конце все. Надо все документы скомплектовать, чтобы можно было отдать и все эти вопросы закрыть. Следующая остановка – фермерское хозяйство Василия Захарова. Оно одно из передовиков. На содержании более 80 коров. В год здесь реализуют 190 тонн молочной продукции, до 7 тонн масла и до 20 тонн скота в живой массе. А в прошлом году при поддержке республики Василий Леонидович открыл цех по переработке мяса. В планах заняться колбасой. И мечта моя еще производить здесь колбасу местного производства. Надо вот покупать оборудование, вот это тоже, конечно, стоит много денег, вот как-то нам надо помочь в этом плане. Да. Ну что, сколько денег нужно на производство колбасы? Ну, где-то миллиона 3-4. Ну так-то у нас оборудование... 3-4. Нет, можно и в 2 влезть. Надо посчитать, сколько вы можете реально сбывать, сколько сможете перерабатывать, сколько нужно сырья и так далее, чтобы было понимание, с чего начинаем и к чему можем в результате прийти. Соседние села и деревни обеспечены качественной мясной и молочной продукцией. При этом работают у фермера Захарова только местные. За место держатся, на селе работу найти непросто. И вот таким фермерам как раз нужна поддержка, уверен глава. Моральная и материальная. Уже работодатель одновременно. У него 30 человек. Вот за 15 человек, которые он содержит, фактически является работодателем, надо оказать помощь и поддержку. Хорошо. Завтра у него 45 будет. И чего он должен стоять с протянутой рукой и ждать, пока мы там разберемся в своих положениях? Минсельхоз окажет содействие в получении мер господдержки. Без денег не останется и отрасль культуры. Так в Карпушовке готовится к открытию социокультурный центр. Цель-то вот построение таких социокультурных центров, что, например, та же библиотека сможет пользоваться помещениями и дома культуры. То есть рядом школа, рядом детский сад, рядом сельское поселение, проходят все митинги, все встречи с населением. И вот это именно то место, где будут аккумулироваться люди. Потому что нынешнее здание того же дома культуры находится очень далеко. Завершаются работы по внутренней отделке и благоустройству прилегающей территории. В социокультурном центре разместится библиотека, гримерная и концертный зал на 100 мест. Акустику проверить нравится? Акустика, говорит. А вот в музее имени Журавского ремонт уже сделан. В прошлом году на средства гранта главы Коми здесь отреставрировали зал, стены, пол, потолок, приобрели винтажные шторы, карнизы, обои и другие предметы, которые сейчас позволяют погрузиться в эпоху жизни ученого. Велась продолжительная работа по заключению договора и согласованию каких-то моментов по изготовлению, допустим, стола. Это был спецзаказ, такой, какой нам нужен, по нашим размерам, по нашим желаниям. В музее обучают традиционным пижемской и мезенской росписям, ткачеству поясов, усть-цилимскому вязанию. А еще есть резьба по дереву и роспись ложек. На мастер-классы ходят взрослые дети, не из-под палки, с большим желанием. Я не знал, что я, оказывается, умею рисовать. На самом деле, это очень здорово, что вот такие есть мастер-классы. И что наши дети, да и взрослые тоже могут прикоснуться к нашей традиционной культуре. На самом деле. Для меня это чудо. Передавать традиции чрезвычайно важно, уверен руководитель администрации района. И нужно гордиться тем, что в Усть-Цилиме к своей истории относятся трепетно. Об этом говорил и глава Коми Сергей Гапликов на арт-параде фестиваля «Любимый край благословенный», посвященный 90-летию района. Храните родовое наследие, обогащайте нашу землю традициями и культурным наследием. Будьте такими же гостеприимными, и Господь вас даст. С таким народом, как вы, у нас все получится. Счастье и слава Усть-Цилимской земле. Да здравствует Усть-Цилима!
А еще Сергей Гапликов отметил лучших. В рамках празднования 90-летия района вручил награды. Хормейстер Усть-Цилимского культурного центра Игорь Поздеев стал почетным работником культуры республики. Заведующей Загривочным сельским домом культуры Надежде Носовой вручена благодарность главы Коми. А слесарю-ремонтнику Усть-Цилимского филиала Коми тепловой компании Михаилу Назарову свидетельство о занесении портрета на доску почета «Лучший в профессии». Алексей Крачма, Николай Богданов, телеканал Юрган, Усть-Цилимский район.